Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшик Шара. Я его ведущая Нала Кове. Сегодня в программе. Делегация Россельхозцентра прибыла в республику с целью проведения фитосанитарного мониторинга на приграничных территориях России и Абхазии. Современные вызовы и способы защиты детей в республике обсудили в Центре науки и образования МГУ ПИ-АГУ. Передовые технологии, тщательно подобранные и сертифицированные препараты. Клинике косметологии «Бьюти-Мед» 15 лет. Делегация Абхазии во главе с президентом Бадрой Гунба принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме. В рамках форума запланирован ряд встреч и переговоров с представителями органов власти, деловых кругов и зарубежных делегаций. В ходе МЭФ предполагается подписание соглашения, а также обсуждение перспектив расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В форуме участвует порядка 20 тысяч человек из более чем 130 стран мира. В Петербург прибыли политики из 76 государств, в том числе в числе участников делегации страны ЕАЭС, Китая, Бразилии, Монголии и США. Страной-гостем в этом году стала Саудовская Аравия. В работе Петербургского форума также принимает участие делегация Народного собрания во главе со спикером Лашей Ашуба. В составе делегации депутаты Ашот Минасян, Алиса Гулари, Алхас Барцец, Бадрик Пиля и Инар Агицба. Москва продолжит проводить СВО, чтобы устранить угрозу, исходящую от Украины. Так в Кремле прокомментировали утренние обстрелы Санкт-Петербурга ВСУ на фоне проходящего в северной столице России Международного экономического форума. Я хочу напомнить вам о заявлении Министерства иностранных дел, где говорится о том, что наши ответы будут носить системный характер. Они, собственно, уже носят системный характер. Это первое. Что касается конкретного об ударах, это информация об этом, это целиком и полностью прерогатива региональных властей и нашего Министерства обороны. Но в целом я могу сказать, что для того, чтобы таких ударов не было, и продолжается специальная военная операция. Пресс-секретарь президента РФ Сергей Песков также отметил, что Киев сознательно идет на бесчеловечные теракты против мирного населения. Так, в среду жертвами удара украинским дроном стали пассажиры рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Подольск-Симферополь. Следственный комитет России уже квалифицировал атаку в Янаканевке как теракт. Подробности в материале корреспондента РТ Мурада Газдиева. Следственным комитетом России по факту удара вооруженными силами Украины по рейсовому автобусу в Янакиево Донецкой Народной Республике возбуждено уголовное дело о террористическом акте. Утром 3 июня украинскими вооруженными формированиями с помощью беспилотного летательного аппарата атакован пассажирский автобус, который двигался по маршруту Москва-Симферополь. Российское руководство уже назвало атаку на автобус в Янакиево террористическим актом. Это был большой белый автобус без каких-либо опознавательных знаков или знаков того, что этот автобус принадлежит военным. Янакиево, как и многие, даже тыловые города и населенные пункты освобожденных территорий Донецке, Луганске, Запорожье, Херсоне, уже стали практически, по ощущениям местных, прифронтовые. Это связано, конечно, с украинской стратегией, новой стратегией ударов по тылам, по дорогам, по трассам в тылу, далеко от фронтов, попытки парализовать логистику российских военных. В качестве этой тактики наносятся удары по грузовикам, бензовозам, по автобусам, просто по обычным гражданским машинам. Очень часто оператор дрона украинского, когда летит, не видит цели, батарейка заканчивается, он выбирает чаще, чем нет, вместо того, чтобы идти в поле, ударить по проезжающему транспорту. Также минируются дороги магнитными минами без механизма самоуничтожения, где летящим дроном
по какому-то участку трассы раскидывается огромное количество мин, которые реагируют как на военные, так и на гражданский транспорт. Результаты контрольно-надзорных мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения вице-премьер Вараздат Минасян обсудил с главврачом СЭС Абхазии Аллой Беляевой и представителями госслужб. В апреле этого года, согласно распоряжению премьер-министра, на рынках Абхазии проводятся совместные контрольные мероприятия для усиления качества товаров. Члены межведомственной группы доложили вице-премьеру об итогах проверок и выявленных нарушениях. Были выданы предписания об устранении нарушений, наложены штрафы, изъята и уничтожена часть продукции с истекшим сроком годности, а также отобраны образцы для лабораторных исследований. Администрациям рынков предложено улучшить санитарное состояние, усилить контроль за условиями хранения продукции. Работа в этом направлении продолжится, а исполнение предписаний будет под контролем государственных органов. Делегация Россельхозцентра прибыла в республику с целью проведения фитосанитарного мониторинга на приграничных территориях России и Абхазии. Мероприятие проводится в рамках соглашения, подписанного на полях Абхазского международного экономического форума. Представители Россельхозцентра и Минсельхоза нашей страны обменялись мнениями, связанными с исполнением планов и договоренностей, достигнутых ранее и отраженных в соглашении, подписанном на АМЭФ. Сегодня мы должны работать, прежде всего, на опережение, поделиться опытом, теми методиками, которыми мы пользуемся, практиками. И, соответственно, все это позволит нам держать и фитосанитарную обстановку на контроле, но также обсудить вопрос развития семеноводства республики в той части и тем опытом, который имеется у наших коллег. То есть вот все те направления, которые, в принципе, позволяют добиваться результатов. Ну и сегодня тоже вот совместно с вашими специалистами хотели тоже этот вопрос обсудить, поделиться опытом, поделиться знанием, что-то у вас перенять. Ну и, как говорится, укреплять наше сотрудничество, наше государство и наших коллективов. Беслан Перцхелия приветствовал гостей и поблагодарил за сотрудничество. В рамках этой поездки специалисты совместно с нашими специалистами был произведен фитомониторинг приграничных территорий. Далее мы встретились на площадке Министерства сельского хозяйства, обсудили все насущные вопросы, обменялись мнениями, были готовы нам помочь во всех наших начинаниях, помочь в подготовке специалистов в данной области. И, в свою очередь, мы благодарны им за сегодняшний их приезд. Роман Ковальский отметил необходимость разработки единого нормативно-правового поля, так как экономики России и Абхазии неразрывно связаны, интегрированы друг в друга. Он также рассказал, что в России уже применяют беспилотные авиационные системы и обучают искусственный интеллект для выявления вредителей, сорняков и болезней. По его словам, данные обследования заносятся в интерактивную цифровую карту, где фиксируется площадь заселения, место обследования, стадия развития вредителей или болезней и видовой состав. Также, по словам Ковальского, подготовлен предварительный план обучения специалистов из Абхазии. Мы направили также информацию о ГОСТах, которые по семеноводству используются в Российской Федерации. Виталий Григорьевич сейчас тоже передаст весь пакет документов, которые у нас тоже есть в электронной форме, чтобы вы тоже могли как раз именно в продолжение данной повестки, разрабатывая свои локальные нормативные права, законодательные инициативы в этой связи определенные, чтобы тоже этим можно было руководствоваться. И одно из предложений, Виталий Григорьевич, 10-го, по-моему, июня. Да, 10, если какие-то даты согласовать. Да, если как-то неудобно или другое время, готов тоже рассмотреть, принять вашу делегацию, коллег, расскажем и покажем все, как работает наш и центр, и в сфере семеноводства, и по защите растений. Большое количество у нас тоже специалистов опытных, поэтому есть что показать, рассказать. Главная задача в части защиты растений – формировать более точные прогнозы, то есть работать на опережение, не допуская распространения тех или иных болезней, вредителей. ФГБУ, Россельхозцентр и Министерство сельского хозяйства Абхазии совместно проводили обследования в 3 селах – Микялрипш, Гичрипш и Цандрипш. Удалось осмотреть культуры – хурму, инжир, фундук и цитрусовые. В этом году в связи с такими низкими температурами в весенний период все вредители практически будут развиваться немного позже.
выходить. Поэтому вот сейчас начало мы уже обращаем внимание. И в дальнейшем, конечно, к середине июня, если установится вот такие вот жаркая погода, то, конечно, все сосущие вредители, они присутствуют практически на всех культурах, которые мы вчера обследовали. Вредоносность их будет высокой. На фундуке мы отметили слабое поражение мучнистой росы, также сосущие вредители. И хотелось бы обратить еще внимание на цикадку белую. Это тот вредитель, который вредит практически всем культурам. Владимир Герия, начальник службы защиты растений Абхазии, отметил полезность проводимых совместных работ и добавил, что в области семеноводства Абхазия делает первые шаги. Вот буквально в дни форума с Алис Добавичем мы обсуждали подробно этот вопрос. Вот вы сейчас о сахарной свекле, как раз там есть серьезные, значит, продвижения. Очень интересно. Я уверен, может не мы, может последующие, значит, сотрудники, но обязательно найдется серьезная почва для взаимодействия в этом отношении. В пределах моей компетенции это борьба, защита растений от вредителей и болезней. Мы проводим мероприятия, которые мы проводим уже через призму опыта. Тут масса подходов, которых нам нужно, конечно, брать на вооружение, которые нам еще недоступны. В частности, использование беспилотных систем защиты. Что касается защиты с воздуха, у нас есть опыт. После встречи представители Россельхозцентра посетили питомник Института сельского хозяйства Академии наук Абхазии в селе Гулырыпш, где Лёсик Айба, директор института, рассказал об истории питомника и о его деятельности. Аэлита Арутюняна, Ахрамичева, Абхазское телевидение. В Государственном музее боевой славы имени Владислава Арзенба открылся международный военно-исторический фестиваль «Память поколений», приуроченный к 85-летию начала Великой Отечественной войны. Мероприятие объединило ученых, представителей власти, поисковиков и общественность Абхазии и России. Среди почетных гостей на открытии присутствовали глава МИД Абхазии Олег Барцыц, министр культуры Даур Ковия и посол России Михаил Шургалин. Открыли форум директор музея Мзия Бея и руководитель Абхазского института гуманитарных исследований Арда Ашуба. Научная повестка форума охватывает широкий круг тем, включая участие в Абхазии в Великой Отечественной войне, боевой путь абхазских добровольцев в СВО и вопросы государственной исторической политики. Помимо дискуссий, программа включает просветительскую часть. Запланированы показы документальных фильмов о Владиславе Арзенба и ленты «Санчара постмортем», подготовленной сотрудниками музея. Организаторы надеются, что представленные исследовательские проекты станут интеллектуальным стимулом для молодых ученых. Фестиваль организован АБИГИ, Музеем боевой славы, Фондом Абхазское историческое общество и Республиканской организацией по увековечению памяти павших защитников Отечества. Этот проект подчеркивает тесное гуманитарное взаимодействие Абхазии и России, направленное на сохранение общей исторической правды и развитие научного сотрудничества. Поисковое движение России впервые принимает участие в таком масштабном мероприятии на территории Абхазии. Для нас это честь представить именно деятельность поискового движения. В первую очередь, конечно, когда мы планировали эту поездку, мы хотели рассказать о наших проектах молодежи Абхазии, для того, чтобы они заинтересовались и по возможности включились в эту работу, приняли участие в поисковых экспедициях, в просветительских проектах, как на территории России, так и на территории Абхазии. Вот. Сегодня мероприятие проходит на очень высоком таком уровне, и мы очень рады, что получилось осуществить эту поездку и принять участие. В первую очередь мы будем рассказывать сегодня о деятельности поискового движения России, о результатах, о наших проектах. Так как мы больше практики, чем теоретики, то у нас есть наработки по сохранению исторической памяти, которые мы осуществляем на территории Российской Федерации. И этими наработками мы хотели поделиться с жителями Абхазии. Евросоюз в качестве условия евроинтеграции Армении требует разорвать религиозно-духовные связи с Москвой. Об этом заявили в службе внешней разведки России. По данным СВР, планируется компромат против представителей епархии РПЦ, чтобы побудить армянские власти открыть на нее масштабные гонения.
Мы поговорили с членом Совета ОНО «Евразия» и общественным деятелем Микой Бадаляном. По его мнению, Никол Пашинян выполняет ту же задачу, что ставили Владимиру Зеленскому и Майе Санду – превратить свою страну в антироссийский плацдарм. К огромному сожалению, Пашинян – это продукт того политического инкубатора, да, в котором взращены политики, такие как Саакашвили, как Зеленский, как Майя Санду. Это те политики, которые ни в коем случае не руководствуются национальными интересами своей страны и интересами своего народа. Они выполняют указания своих западных кураторов. И основная задача у каждого из них – сделать из своей страны антироссию. Никаких других абсолютно задач не стоит. Никто эти страны не ждет ни в каком Евросоюзе, никто не пытается каким-то образом улучшить жизнь этих стран. Единственное, что пытаются сделать из этих стран, сделать платформы для нанесения того или иного рода ударов по России. Это как горячая фаза, которую мы видим на Украине, которую мы видели в Грузии, да, такие гибридная война, которая идет в Молдове, это отказ от торговых отношений, да, вопреки любой логике. То есть здесь взывать к логике, к цифрам, к здравому смыслу нету вообще никакого смысла, потому что они руководствуются совершенно другими категориями. Так же и сейчас. Информация службы внешней разведки Российской Федерации о том, что готовится, по сути, операция против РПЦ в Армении, да, это показатель того, что бьют по фундаментальному. Да, и здесь, опять же, нету ничего, кроме выполнения задач Запада. Мы понимаем прекрасно, что от России пытаются максимально отколоть, скажем так, все страны ее окружающие, которые традиционно были ее союзниками. Поэтому происходит сегодня то, что происходит, к сожалению. Доклад СВР России был опубликован на фоне продолжающихся гонений на католикоса всех армян Горегина II. Против него возбуждено уголовное дело и установлен запрет на выезд из страны. Его обвиняют в воспрепятствовании исполнению судебного акта против епископа Геворга Сараяна, поддержавшего власти республики в конфликте с армянской апостольской церковью. Сам католикос готов бороться за церковь до конца. Если католикосы всех армян попытаются задержать, то мы, безусловно, подчинимся действующему закону. Если это будет неправомерно, то мы, естественно, должны будем использовать все средства, чтобы справедливость восторжествовала, чтобы несправедливости не нашлось места. Если этого не удастся сделать, то, естественно, как и в случае с другими нашими священнослужителями, мы тоже готовы принять и нести это несправедливое наказание. Но наша позиция не изменится. Мы и впредь будем верны нашему священному обету, служению народу и Родине, защите нашей автономной церкви. Должен сказать, что заставить армянского патриарха отречься не так-то просто. У церкви есть свои канонические принципы, и отстранение католикоса всех армян не входит в круг полномочий каких-либо властей. Если есть вопросы к католикосу или какому-либо священнослужителю, то они обсуждаются в соответствующих инстанциях. Так что мы будем рьяно отстаивать эти принципы и не подчинимся никакому давлению, никакой силе. Напомним, конфликт между премьером Армении Николом Пашиняном и католикосом начался в 2020 году после поражения Армении в 44-дневной войне. Тогда Горегин II публично призвал Пашиняна уйти в отставку, чтобы избежать потрясений и возможных столкновений. Эскалация усилилась, когда в 2025 году уже Пашинян обвинил главу армянской церкви в неподобающем поведении и нарушении церковных обетов. Член Совета ОНО «Евразия», общественный деятель Мика Бадалян уверен в том, что от сохранения армянской церкви напрямую зависит и дальнейшее существование страны.
Люди восприняли нападки на католикоса, всех армян Георгина II, как нападки на институт церкви. И объединились вокруг этого, не допустив того, что планировал Пашинян. Это очень показательно, и здесь Пашинян отступил и показал всем, все убедились, что он никакой не всесильный. Церковь — это единственный институт, который смог устоять под напором власти. И активная фаза антицерковной кампании Пашиняна, она началась в мае прошлого года, но в действительности попытки были и в 2018 году, когда он только пришел в власть, и в целом подготовка к этому шла начиная с прихода к власти. Почему? Потому что, во-первых, церковь — это армянская церковь, это тот институт, который помимо своих прямого функционала несет важнейшую роль сохранения армянской национальной идентичности. История дает четкий ответ, что пока существует армянская церковь, армяне будут, и они всегда будут на своей земле. Мы проходили через века без своей государственности, но все равно возвращались. И сегодня попытка уничтожить церковь, это попытка захватить контроль над церковью, расколоть церковь, это часть операции по уничтожению армянской идентичности. Если вдруг случится какое-то чудо, и он сможет переизбраться, тогда, конечно, церковь никто и ничто не спасет. И это будет очень большая катастрофа. К другим новостям. Современные вызовы и способы защиты детей в республике обсудили в Центре науки и образования МГУ при АГУ. В работе круглого стола приняли участие проректор по научной работе АГУ Джульетта Адлиба, уполномоченный по правам ребенка в Абхазии Максина Джинджолия, уполномоченный по правам человека Анна Скишмария, министр соцобеспечения и демографической политики Кама Адзенба, замсекретаря Общественной палаты Изольда Хагба, сотрудники и студенты АГУ. В Абхазском государственном университете прошел круглый стол «Институт детства в Республике Абхазия. Современные вызовы и механизмы защиты прав ребенка». Помощник ректора Анжела Каджая отметила, что каждый из нас несет ответственность за будущее наших детей, и каждый ребенок имеет право на здоровое и счастливое детство. Это не просто слова, это наша общая задача. Мы максимально должны постараться все сделать для этого. И поэтому сегодняшний круглый стол, где мы будем острые проблемы обсуждать от защиты прав, здоровья ребенка, а также и вернемся к вопросам образования, психологической поддержки, также, наверное, и семейного благополучия. Я думаю, что он будет продуктивным. Я всем желаю, чтобы мы продуктивно поработали. Потому что, защищая детство, мы строим будущее нашей страны. Уполномоченный по правам ребенка Максина Джинджоля подчеркнула, что главная задача заключается не только в том, чтобы озвучить проблему, но и в том, чтобы рассказать о том, как идет работа над ее решением, а также важно обсуждать проблемы, с которыми сталкиваются дети. Мы получили и взгляд со стороны, и мнение научного сообщества, и мнение практиков в тех вопросах, в решении которых нам необходимо, в том числе и поддержка каждого здесь присутствующего, а также поддержка общества. Кризисный центр семейного типа в Абхазии, открывшийся в апреле 2024 года, поддерживает детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, предоставляя им безопасное временное жилье, уход и психологическую помощь. За 2 года работы центр прошли 50 детей, из которых 14 продолжают проживать здесь. 286 семей ежедневно получают сопровождение и помощь от службы социальной поддержки детей и семей в Абхазии, сообщила старший преподаватель кафедры психологии Илана Кортуа. Я начну с определения, кто такие вообще дети в трудной жизненной ситуации. Это дети, находящиеся, это несовершеннолетние, жизнедеятельность которых нарушена вследствие обстоятельств, которые они не могут преодолеть самостоятельно и которые создают угрозу их здоровью, безопасности, развитию, воспитанию и реализации основных их прав. Такие дети нуждаются действительно в особой защите, сопровождении и помощи
как со стороны государства, так и со стороны нас, как граждан, специалистов, потому что семьи, как правило, не всегда справляются со своими прямыми функциями и обязательствами. За 8 лет работы службы 3426 семей получили социальную поддержку и сопровождение, а по состоянию на 1 июля 732 семьи находятся на социально-мониторинговой службе. Основные проблемы детей в таких семьях – отсутствие документов, недоступность медпомощи, выпадение из образования, насилие, жестокое обращение, ненадлежащая опека, бедность, небезопасные жилищные условия, угроза жизни и здоровью. Милана Агарба, Давид Хашиг, Абхазское телевидение. День празднования города Сухум перенесен с 4 на 5 июля. Такое решение приняли депутаты Сухумского городского собрания. Также расширена практика тайного голосования СГС. Отныне процедура станет обязательной при принятии решений, касающихся управления муниципальным имуществом и изменения форм его собственности. Смотрите репортаж Дамия Акшпа. Первым вопросом повестки дня депутаты обсудили обращение главы администрации города Сухум Тимура Агарба о переносе празднования Дня города, который в этом году выпал на 4 июля. Перенос даты связан с тем, что 4 июля 1993 года во время высадки десанта на гору Ахпюк погибло много защитников Родины. Согласно предложению, праздничные мероприятия предлагается перенести на 5 июля. Большинством голосов предложение было одобрено. Депутаты также поддержали обращение главы администрации города, касающейся установки памятников в Парке Славы в честь добровольцев, оказавших помощь абхазскому народу в годы Отечественной войны народа Абхазии. Данный вопрос неоднократно в Сухумском городском собрании поднимался. Действительно, люди, пришедшие к нам в качестве добровольцев с Северного Кавказа, с других регионов России, с Приднестровья, внесли огромный неоценимый вклад в победу абхазского народа в нашей Отечественной войне народа Абхазии. То, что есть инициатива об увековечивании их в памяти, в сердце Сухума, в святом для каждого сухумчанина месте, я считаю, очень взвешенной и правильной. На пересечении улицы генерала Арышпа с набережной Махаджиров будет установлен откатный антивандальный шлагбаум. Решение принято в целях обеспечения безопасности движения и сохранности городской инфраструктуры. Данное решение позволит исключить хаотичное движение транспортных средств и повысить уровень безопасности граждан. Также обращаемся к жителям и водителям, которые пользовались этим участком дороги, с просьбой отнестись к данным изменениям с пониманием. На пересечении улицы генерала Арышпа с набережной Махаджиров будет установлен откатный антивандальный шлагбаум. Решение принято в целях обеспечения безопасности движения и сохранности городской инфраструктуры. С улицы Безымянной можно спуститься на Чанба, но в противоположную сторону, то есть Чанба на Безымянную нельзя, для того, чтобы не создавать затор. Она улица сама по себе узкая, и чтобы проблем не возникало с встречным движением. Затем, и, конечно, искусственная неровность – это одна из таких распространенных превентивных мер для соблюдения скоростного режима. И, естественно, арка для ограничения большегрузного транспорта. Покрытие у нас очень такое тонкое, не армированное как надо. И вот эти потоки воды, которые идут подводные, они не выдерживают. То есть у нас дома трескаются, стены и заборы, которые залиты, они все приходят в непригодность. И нам бы хотелось, чтобы ограничили чуть движение грузовых автомобилей. По итогам обсуждения было принято решение направить соответствующим службам рекомендации для изучения ситуации и принятия необходимых мер. Также решением депутатов теперь процедура тайного голосования станет обязательной при принятии решений, касающихся управления муниципальным имуществом и изменения форм его собственности. Дамия Акшпа, Дэвид Марги, Абхазское телевидение. Глава администрации Сухума Тимур Агарба провел пешую инспекцию по столице в преддверии начала летнего курортного сезона. Инспекция началась с восточного въезда в Сухум от поворота в Агу. Тимур Агарба наглядно в рабочем порядке фиксировал первоочередные задачи и озвучивал конкретные поручения по горящим вопросам. Так, на протяженности от Киласурского моста до турбазы в нескольких местах на дороге будут уложены искусственные неровности, так называемые лежачие полицейские, чтобы способствовать
способствовать предотвращению ДТП. По Кадорскому шоссе будет оборудована новая остановка общественного транспорта. Вокруг остановки благоустроят территорию, уложат тротуарную плитку, возведут бордюры. Также нанесут новую разметку на дороге. Глава столицы также поручил заменить ряд столбов опор на освещение на центральной трассе. Мэру столицы также доложили о готовности городских пляжей к курортному сезону. Проинспектировали часть столицы с восточного въезда, начиная от Киласурского моста до турбазы. Значит, посмотрели состояние центральной автомобильной дороги и прилегающей к ней территории. Посмотрели состояние пляжей. Были даны поручения службам и предписания арендаторам пляжей. Есть ряд замечаний, которые они оперативно должны устранить. Пляжи должны соответствовать нормам санэпидемстанции. Обсудили с арендаторами вопрос того, что каждый гражданин, желающий воспользоваться пляжем, должен иметь доступ к нему. У нас нет закрытых территорий или платных пляжей в городе Сухум. Есть, конечно, платные услуги, это такие как там платные лежаки, шезлонги и так далее, но воспользоваться пляжем имеет право любой желающий. Хотел бы обратить внимание населения в том числе. Значит, посетили территорию МВО и ПВО, посмотрели состояние зеленых насаждений. Тут растут очень ценные породы деревьев, которые нуждаются в уходе. К сожалению, есть пальмы, которые уже заражены, и их спасти невозможно, но совместно с управляющей компанией мы договорились о том, что оперативно будут проведены работы по лечению всех деревьев совместно с нашими службами. Договорились о том, что территория будет содержаться в соответствии с необходимыми нормами. Предупредили управляющую компанию о том, что есть очень много жалоб и нареканий, в том числе и со стороны отдыхающих, и обязали устранить все эти недочеты в оперативном порядке. Данная работа будет продолжаться систематически, и это будут контролировать наши службы. Часть Сухума останется без воды в четверг, 4 июня. Как сообщает водоканал, с полуночи до 20 часов воды не будет в новом районе, центральной и Нагорной частях столицы, в Йеме. Отключение связано с подключением нового водовода на новом районе и ремонтом водовода по улице Войнахской. 15 лет на страже красоты и здоровья. Клиника косметологии «Бьюти-Мед». Использование передовых технологий ухода за лицом и телом, а также сертифицированных и тщательно проверенных препаратов обеспечивает гарантированный результат. За это время клиника заслужила доверие клиентов и получила множество положительных отзывов. Шазина Ханагу продолжит тему. В мире красоты и здоровья уже 15 лет сияет надежный маяк. Клиника косметологии «Бьюти-Мед». Первая в республике с официальной медицинской лицензией. Она задает стандарт, объединяя инновации и профессионализм. Здесь создают не просто образы, а гармонию, придавая уверенность и вдохновение каждому посетителю. Руководитель клиники Илона Цвижба. Решив стать врачом, я ушла в дерматовенерологию. И в 2000-х годах, закончив специальность ординатуры по дерматовенерологии, тогда особо не пользовалась популярностью этой специальности, мне пришлось рассмотреть смежную специальность косметологии, практиковать косметологию. Проработав более 10 лет в Москве по специальности косметология, стояла у истоков зарождения ее. И изначально, как косметология заходила в Россию и развивалась, я сопровождала это развитие, принимала активное участие. Спустя какое-то время по семейным обстоятельствам мне пришлось вернуться в Абхазию. Естественно, оставлять свою профессию я не собиралась. В Абхазии Илона начала свой путь с небольшого кабинета. Через годы работы она поняла, что этого недостаточно. Хотелось предложить косметологию на более широком уровне. Рынок стремительно и динамично развивался, но в Абхазии таких услуг практически не было. Тогда Илона приняла смелое решение открыть собственную клинику. Этот шаг требовал немалых усилий.
В тот момент, когда мы открывались, мы были первой клиникой с медицинской лицензией. И на сегодняшний день мы остались первой клиникой, занимающей косметологией с медицинской лицензией, потому что у нас практически нет конкурентов в этой нише. Мы держим, как говорится, планку высоко. В BeautyMed прекрасно понимают, как важно доверять свой внешний вид настоящим профессионалам. Клиника предлагает широкий спектр услуг, чтобы каждый клиент чувствовал уверенность и выглядел безупречно в любом возрасте. Здесь работают врачи с медицинским образованием, а все процедуры проводятся на современном премиальном оборудовании. Мы достойно представляем медицинские услуги, эстетические услуги по косметологии. То есть у нас есть большой широкий спектр аппаратных технологий, инъекционных технологий. Наш персонал квалифицированный, постоянно повышает профессиональную квалификацию, выездные семинары, приезжают к нам специалисты, которые обучают наш персонал. То есть мы стараемся представлять планку очень высоко в косметологии, чтобы не стыдно было, когда приезжают граждане РФ и получают у нас услугу, они очень удивлены нашей клиникой, что здесь все современно, все чисто, все красиво, что мы соответствуем стандартам современным сегодня в российском. И, конечно, нам это очень приятно слышать от наших пациентов. За годы своей работы клиника заслужила доверие клиентов и получила множество положительных отзывов. Клиника BeautyMed – это профессиональный медицинский подход абсолютно ко всем, к друзьям, к постоянным клиентам. И именно за этим мы все идем туда. И в этот прекрасный день мы хотим пожелать процветания и масштаба этому прекрасному месту. Поздравляю клинику BeautyMed и хозяйку очаровательную Илону. Я очень много лет доверяю именно этому центру. В клинике применяются проверенные методики, одобренные международными стандартами, что обеспечивает комфорт и стабильный результат для пациентов. Эти аппараты обязательно должны находиться в клиниках, в медицинских центрах, в больницах, то есть это в лечебных учреждениях. Лазерные аппараты не могут находиться в обычных кабинетах, там бьюти-индустрии, потому что они относятся к медицинским. И у нас из лазерных аппаратов есть несколько видов. Лазерные аппараты по удалению, лазерные аппараты по шлифовкам и лазерные аппараты лазерной эпиляции. Кстати, очень популярные процедуры в Абхазии. Это эпиляция процедуры. И у нас представлены аппараты современные, последнего поколения. Александритовый лазерный аппарат итальянского европейского происхождения с безопасным профилем и с регистрационным удостоверением российской. Кстати, у нас многие аппараты, мы выбираем аппараты, которые на российском рынке получили разрешающую документацию, это регистрационное удостоверение, и они являются безопасными, то есть и их разрешено использовать в клиниках, в медицинских учреждениях или в лечебных учреждениях. Для нас это очень важный момент. Также мы подбираем аппараты, исходя из потребностей наших пациентов. Представлены эстетическая косметология, медицинская косметология и амбулаторная хирургия. Живя на юге, кожа подвержена интенсивному солнечному воздействию, поэтому у многих пациентов часто возникает запрос на лечение пигментации, сосудистых проблем и морщин. Исходя из этого, в клинике применяют как аппаратные, так и неаппаратные технологии, которые являются безопасными и эффективно решают эти задачи. У нас принимает врач-хирург-онколог, который диагностирует, проводит осмотр всех образований, доброкачественных, недоброкачественных, выявляет недоброкачественные и проводит диагностическое иссечение последующее с помощью хирургических методов и нехирургических, это лазерное иссечение. Также у нас есть малый формат операционный, где мы проводим удаления хирургические, где мы проводим малые хирургические манипуляции, косметические сечения шрамов, и сечение там излишних верхних век, это блефаропластика мало. И планируем также развивать пересадку волос. У нас план стоит, сейчас мы ждем лицензию от Минздрава, в дальнейшем хотим предложить для наших пациентов, в особенности для наших мужчин, возможность получать эту процедуру, не выезжая на территорию Российской Федерации или зарубежья, а именно проводить эту процедуру здесь. Клиника работает 6 дней в неделю с понедельника по субботу с 9 до 19 часов по адресу Сухум, улица Арзанба, 71. Шазина Ханагуа, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде.
В четверг, 4 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Местами утром туман. Температура воздуха ночью 12-17, днем 22-27 градусов. Температура морской воды 15 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.